people now. Парень из Таджикистана хочет побиться, я говорю, все, погнали, давайте. Я давно за ним наблюдал, он легенда. Пройти такой уровень, которым еще не дрался вот, с боссом. На моей стороне молодость. Я бороться с тобой буду, конечно. Какие, ты считаешь, у Павла преимущества в этом бою? Все преимущества на моей стороне. Буду биться до последнего. Когда и где угодно могу подраться. Я просто уверен в себе, поэтому Уверенность и самоуверенность — это же разные вещи. я буду навязывать свою игру. Павел, что Мехроч переоценивает в своих возможностях? Наверное, он думает, что он может меня удивить. У меня есть все навыки, все инструменты для победы над любым человеком. Очень давно хотел с ним подраться, я даже к ним в зал ходил пару раз на спарринге. КСА такая лига, где собирают лучших. Видишь ли Мехроча в будущем чемпионом КСА? Для меня победа важнее. Это очень круто, что на таком высочайшем уровне бойцы ACA могут друг друга уважать и в то же время выйти в октагон. В банке Unistream уверены, что спорт, дисциплина и поддержка близких объединяют людей. Поэтому вместе мы для вас подготовили специальную акцию. Дарим 20 бесплатных билетов на турнир ACA 206, который пройдет 15 августа в городе Москва. Чтобы получить билет бесплатно, все очень просто. Отправьте денежный перевод своим родным в страны СНГ через банк Unistream. Отправьте деньги по моему промокоду. Первые 20 участников получат билет на турнир абсолютно бесплатно. А мой промокод это ACA 206. Акция действует до 14 августа включительно. Ну что, друзья, 15 августа Лига ACA проведет турнир в городе Москва на ЦСКА Арена. Этот турнир обещает быть одним из самых зрелищных турниров этого года. Сегодня у нас в гостях Павел Витрук. Павел, приветствую тебя. Приветствую. Мехроч Мамашоев. Мехроч, приветствую тебя тоже. Всем привет, меня зовут Павел Витрук, я действующий боец Лиги ACA, бывший чемпион этой организации, уже очень долго бьюсь по смешанным единоборствам, и 15 августа я возвращаюсь на арену. Всех приветствую, всем здравствуйте, ассаламу алейкум. Меня зовут Мехроч Мамашев, родом с Памира, с Таджикистана. Я являюсь действующим бойцом Лиги ACA тоже. Какие мысли посетили вас, когда озвучили ваши имена? То есть тебе сказали, Павел будет твой соперник, и тебе сказали, что Мехроч будет твой соперник. Первые мысли, думал, наконец-то, так как у меня бой должен был состояться, я хотел, чтобы мой бой состоялся в Омске, но там в связи с большим кардом, в связи с многими обстоятельствами не получилось, и мне сказали, что, скорее всего, в августе в Москве. Вот. И все это время я уже потихоньку начинал готовиться, так как соперника мне еще не называли, но вышло так, что около 5 или 6 человек мне поменялось, да, и я уже на самом деле, мы стали с менеджером общаться, с лигой, и не понимали, кого можно поставить, потому что все топы, которые могли быть, либо отбились, либо у них там бои чуть дальше, титульные бои прошли, и, соответственно, можно сказать, я оставался на лавке запасной. И когда мне предложили, вот, парень из Таджикистана хочет побиться, я говорю, все, погнали, давайте, лишь бы подраться, потому что у меня уже, можно сказать, такой долгий простой, и, как я и повторюсь, что хотел побиться в Омске, но вот перенесли на Москву. Для меня это точно так же хорошо, у меня здесь и свои болельщики есть, и мне чуть попроще, ехать никуда не надо, так что очень круто, я обрадовался и начал готовиться к поединку. А мысли были, что за соперник, как готовиться к ним, как подраться с ним? А зачем мысли? Берешь, включаешь YouTube и смотришь. Но в связи с тем, что, как вы знаете, аккаунт ACA удалили, и тяжело было найти поединки Мехроча, вот, но как-то там лазейками кое-какие находил ВКонтакте, где-то на Рутюбе, вот, и посмотрел, так как я дал согласие, понял, что все хорошо, готовимся, понимание выстроилось, план на бой начали выстраивать, и все, по этому плану следовали. Мехроч, я помню, ты 2 недели назад был здесь и сказал, что когда тебе предложили кандидатуру Павла Витрука, и у тебя была, по-моему, история с Гого Шаматова, и ты отказался от этого боя и прям обрадовался и сразу принял бой. Почему? Да, у меня была история с Гого Шаматовой, я хотел с ним подраться.
очень хотел с ним подраться, хотел избить его за его высказанные слова. Но потом, когда мне сказали, есть вариант в Москве подраться с Павлом, я говорил сразу газ. Всегда хотел с ним подраться, потому что я давно за ним наблюдал, он легенда, и поэтому я хочу именно с лучшими подраться. Павел Михротч, кто из вас первым начал считать себя фаворитом в этом бою? Мы до этого не общались и первый раз здесь увиделись, поэтому я думаю, когда нам объявили, что мы будем биться между собой, то сразу в голове мысль: точно я фаворит. У меня, по крайней мере, точно так же, но я не знаю, как у Михротча. Скорее всего, так же, потому что, безусловно, люди, когда выходят в клетку, они хотят победить, а не то, что, нет, я там, скорее всего, аутсайдер какой-то. Поэтому я, наверное, ответил за нас обоих. Так что, я думаю, мы оба посчитали, что мы фавориты в этом поединке. Все-таки, знаешь, есть немножко такая история, что нужно изучать соперника, вот он подходит для меня, он для меня удобен. Вот не было такого, допустим, да, там? Я, как в ACA, в эпизод говорил, что Михротч для меня такой первый оппонент, который... Я, честно сказать, хотел бы ему задать вопрос, как тебе удается с таким ростом делать вес. Для меня это, наверное, дар какой-то действительно сверху, потому что, это удивительно. У меня таких соперников никогда не было, но это, конечно, интересно. Для меня это интерес сложился, потому что высокий, интересно, как я буду себя вести. Я с такими оппонентами начал работать в спарринге. Ребята, конечно, тяжело найти с таким весом, но были тяжелее. Интересно, мне больше это составляет как в игре интерес, знаешь, пройти такой уровень, которым еще не дрался с боссом, поэтому интересно, да. Как ты делаешь вес? Вес в этот раз я очень легко делал. В этот раз очень один из лучших моих весогонков, как говорится. И потихоньку уже мы в весе, как говорится. Почему ты себя считаешь фаворитом в этом бою? Почему я себя считаю? Хотя бы ответил за вас двоих, но мне интересно послушать тебя. Да, он старше меня, поэтому я согласен с ним, но на моей стороне молодость. На мой опыт. У нас есть свои плюсы, есть свои, наверное, минусы. Но каждый будет отталкиваться от своих сильных сторон. Соответственно, у меня есть что ему показать. Наверняка он думает, что у него есть что мне показать, поэтому наш бой состоится 15 августа, вы все увидите. Интересно, мне задам один вопрос. Пожалуйста. Готовы ли же после, как начали гонг, сразу зарубиться? Что ты решил, чтобы зарубаться буду? Да. Я бороться с тобой буду, конечно, ты же знаешь это сам. И рубиться, и бороться. Я ж боец смешанных единоборств, правильно? Потому что у нас вроде и не бокс, и не кулачка какая-нибудь. Поэтому, знаешь как, если это все будет так складываться, что будем рубиться, то где-то порубимся, где-то поборемся. Все поделаем. На это же это бой. Я так и знал, что так и будет. Отлично. Поэтому... Тогда тебе легче это воспринять. Да, у меня одни соперники все так же будут бороться со мной, потому что я для них неудобен. И сразу назревает такой вопрос, какие ты считаешь у Павла преимущества в этом бою? Преимущества, если честно, я не вижу никакого преимущества. Я посмотрел бои его, знаю, как с ним работать. Я не вижу, если честно, не вижу преимущества, я себя считаю лучше. Все преимущества на моей стороне. Опыт. Пройденное, наверное, количество раундов, как вести правильно бой, даже если что-то идет неудачно. Поэтому, как Михротч сказал, опыт и молодость. Вот здесь и сойдутся. Поэтому всякое бывает, и в моей карьере все было. И молодые попадались, и кто, наоборот, постарше меня. Я уже многое чего повидал, а Михротчу еще в жизни предстоит много чего увидеть. Потому что парень молодой, не такое большое количество поединков, и на его пути еще много чего будет происходить, поэтому он еще, наверное, вспомнит мои слова, что такое опыт и что такое молодость. Потому что когда ты окажешься на моем месте, и точно так же будет парень сидеть напротив тебя и говорить: ты знаешь, ты вот опытный, а я молодой, так что это ему скажешь: эй, друг, я уже опытный, я тебя на опыте сейчас возьму, поэтому как-то так. Честно, мне как говорится, опыт, да, он всегда, как говорится, этот опыт есть у всех, но
я уверен в себе, я очень уверен в себе, даже если он будет намного лучше меня в стойке, или в борьбе, или в ударке, или где-нибудь, но он не может взломать мой характер, который я буду биться до последнего. Ну, что по очкам выиграю, значит. Раз не будем ломать характер, значит, по очкам выиграю. Если дотерпишь до этого. Да, много чего терпел в жизни. Тем более, если ты видел мои поединки, ты знаешь. Вот никто не сомневается, что на твоей стороне опыт, на твоей стороне молодость, но тем не менее интересно, вот вы же изучали друг друга, какие слабости вы видите друг в друге? Слабости. Ну, можешь не полностью сказать, чтобы не раскрыть, допустим, ну, может, он не знает, может, он не знает, допустим, мой план на бой. Хотя бы по одному. Мой план на бой. Ну, вот, как я и сказал, смешанное единоборство покажу. Михроч, безусловно, из-за своей антропометрии пытается проводить поединки в стойке, так как ему более удобнее с ребятами, потому что все практически ниже него. Поэтому мы поработаем по всем этажам и как раз вот пощупаем слабые места везде. Мирош. Слабые места... Да, у всех есть слабые места. Если я захочу, я сам буду бороться. Если я захочу, я буду драться в стойке. Поэтому я могу диктировать ход боя. Вот что ты видишь в боях Павла, допустим, что ты заметил со своей команде, что вот есть в этом слабость? Вот его ахиллесова пята. Не, я не хочу это все раскрыть. Хотя бы один. Коварные вопросы задаешь. Не хочу вот это Давай, всё запишу раскрыть. как раз. Исправлю это. Ну, у меня есть свои методы, как победить. И вы это увидите 15-го. Павел, какой стиль боя ты навяжешь в этом противостоянии, чтобы Мехроджи было сложно? Стиль боя. Грязный бокс, грязная борьба, давление. Вообще все, что я могу сделать. Слушай, все инструменты будут работать, которые я буду внедрять в этом поединке. Что-то, если, допустим, не пройдет, значит, откинется, возьму другое оружие. Знаешь, как трансформер. Оп, это не подошло, откинул это, оп. Поэтому все попробуем. Что-то, возможно, я уберу из арсенала. Это ж, я тут могу говорить все, что угодно, как и мне хочешь, но зайдя в клетку, ты ж знаешь, это же совсем другая сторона, другое пространство, и мы тут можем сказать, что мы как матрица там летаем, а на самом деле опасности есть, точно так же понимание того, что как соперник действует, что он предпринимает, отталкиваясь по ходу поединка, навязывая свою игру ему, будем решать задачки. Мехроч, как ты будешь справляться, если Павел с первой минуты начнет давить? Я к этим давлениям уже привык. Я сам, как говорится, если я начну бой, я сразу буду давить. Это мой стиль боя. Пускай посмотрим, кто будет идти назад. Как вы думаете, кто психологически больше готов к этому бою и что психологически соперников может давить в этом бою? Да, безусловно, слушай, ну, по крайней мере, не знаю, скажу за себя, у меня уже за плечами, ну, такое количество поединков, думать о каких-то там психологических атаках, каких-то... Кстати, в ММА же это один из самых таких, можно да, сказать, безусловно, мощных оружий. ну, это, знаешь, я думаю, просто кто как к этому относится на самом деле. Ну, слушай, выиграю, проиграю, я, знаешь, там, чуть-чуть отдохну, там, месяц пройдет, приду в зал и продолжу свою работу. Ничего от этого нет. Люди очень много себе ярлыков ставят на том, что вот, я проиграю, моя жизнь окончится, ну, и все в таком ключе, как же моя карьера. Да если по таким вопросам заморачиваться, на самом деле, вы не доходили бы до тех вещей, на которые, по крайней мере, у меня получилось закарабкаться. Поэтому я на это смотрю так, что прихожу, наслаждаюсь процессом, выполняю свою работу и с поднятой рукой покидаю арену, праздновать со своими близкими победу. Мироч, психологические моменты, каких, думаешь, подействуют на Павла? Я не думаю, что вот эти психологические давления есть. Потому что я как бы молодой в этом спорте, но я не вижу никакой психологическое давление на меня какое-то или что-то еще на меня давит. Мне драться это очень легко.
Я могу когда и где угодно могу подраться. И я выйду в октагон и сделаю свою работу, как говорится. Есть планы этот бой завершить досрочно? Ему вопрос или мне? Тебе. У меня всегда в планах выйти, удосрочить своего соперника. Это не отнимать у меня. И в этом был тоже, я выйду с первых секунд, я найду финиш. Поэтому Почему будем работать. назрел у меня такой вопрос, потому что, исходя от слов Паула, он сказал, что он настроен на все раунды, правильно, да, я понял? Там, какой бы ни был результат, там, поменять планы, допустим, да, там, вот. Поэтому у меня назрел такой вопрос. Да, если даже будет 5 раундов, я готов к этому противостоянию. Я очень долго готовился. Меня не удивить, нечем меня удивить. Кстати, мы сидели на прошлой неделе тоже с Мехроджем, записывали подкаст, в котором, наверное, ты посмотрел это видео? Не. Мехродж сказал, что любой, кто в этом весе, со мной в стойке не будет драться. То есть, когда пропустит мои удары, вот. Считаешь ли так, что именно Павел тоже, когда пропустит твои удары, не будет с тобой рубиться в стойке? Согласен, я в этом уверен, потому что для этого веса я очень большой сам для этого веса, и удары у меня тоже тяжелые для этого веса. Думаешь, пройдут Павлу? Мои удары по кому не попадали, по всему, и Павел это не исключение. Павел, как считаешь? Интересно. Ну, а что я могу сказать? Ну, безусловно, как что-то попадет. Просто как попадет вскользь, наверное. Не, вскользь у меня вообще ничего не проходит. Да? Ну, не знаю, по боям было вскользь. Да, интересно. Какие бои ты посмотрел? Которые были, которые Да. я нашел. Нашел? Поделись. Скин я тоже посмотрю, где я там Хорошо. не доделал. Ну, я же не говорю, что не доделал. Просто говорю, что вскользь будет удар. Или у тебя все это настолько 100% точно? Да. Блин, в нашем бою, крутая заявка в нашем вообще. бою, думаю, тоже Ну, так же. безусловно. Раз ты наперед смотришь, это круто. Иногда просто наперед бывает, люди смотрят и немножко ошибаются. Не, я наперед не смотрю, я просто уверен в себе, поэтому. Ну, уверенность и самоуверенность это же разные вещи, правда? Да. Согласен. Но я же не говорю, что я уже вперед где-то там что-то победу Так, праздную. Это ты говорил, что Не, типа ты подожди. пойдешь сразу после боя с поднятой рукой. Ну, конечно. Но Это что я делать? выйду, могу сразу вырубать и все. Ну, На этом ладно. бой может закончиться. Может, я же тоже могу выработать. Я не видел, если честно, что ты мог кого-то вырубать. Да? Да, честно не видел. Значит, не все бои смотрел. Да. Ну, посмотрел, я вживую твой бой посмотрел, когда Какой? на замену тебе вышел этот бразилец, и Ага. не знаю, как ты подрался. Не как чемпион себя вел, если честно. Серьезно? Да. А ты знаешь, как эта история произошла у бразильца? Я не знаю, как Так, это а история. почему ты такой? Не, просто мне интересно, я же говорю, Хочешь, я тебе я расскажу? же говорю, что там было видно не то, что он не ты чемпион, а он чемпион. Мгм. Поэтому у меня Ну, а хочешь, я такая тебе расскажу историю, как это было? история, не история, это уже не важно. Там главное, что Ну, видят люди. А что они видят? Ну так, а знаешь в чем? Вот смотри, самая интересная вещь, когда вот, допустим, болельщики или там хейтеры или еще кто-либо смотрят, да, они же видят только конечную картинку всего, правильно же? Но что было до этого, какие события происходили, это ж никого никогда не волнует, правильно? Да. И ты сам с этим сталкивался, безусловно, там все что угодно могло в жизни происходить, и потом люди задавались вопросом, да как он там никакой, но они ж не знали этих подводных камней, вот. Ну, я знаю. Твой же проигрыш точно такой же, правильно? Безусловно же, ты ж вот с твоих слов, как ты говоришь сейчас, настолько уверен в себе был, да, и я же уверен, что в всех поединках ты этого придерживался. Но вот проигрыш, значит, что-то ж было не то в твоей подготовке, возможно, там, жизненных обстоятельствах. Но об этом никто не знает, а все видели только картинку, правильно? Конечную. И все судят по этому результату. Но если им рассказать все эти предыстории, они начнут задаваться вопросом, ну может это вот так вот было. И у каждого есть такая история. Ну, не всем же это интересно, что у Ну, тебя было. безусловно, а я это поэтому Это- никому не рассказываю. Поэтому судить меня, как я подрался с бразильцем, я думаю, это излишне, так как неизвестно тебе, по крайней мере, что там происходило и почему так произошло.
Паша, как ты думаешь, в каком раунде случится перелом в этом противостоянии? Да сразу, какой перелом? Я сразу буду навязывать свою игру, зачем мне переломы какие-то? В мою пользу перелома не будет, так как я точно так же попытаюсь навязать свою игру, вот и все. И, как и Михроч сказал, моей там нет цели в том, чтобы побиться все раунды или закончить бой досрочно. Я веду бой, я понимаю, что если есть у меня возможность закончить бой, я его закончу. Если нет, то я тогда доведу его до конца и выиграю, так как могу это провести, этих 3 раунда. Мирош, как ты считаешь, в каком раунде будет перелом? Перелома не будет, наверное, никакого. Потому что у каждого своя стихия. Каждый будет навязывать свою игру. И я буду навязывать свою игру. Посмотрим. Теперь время пришло для чуть-чуть провокационных вопросов. Без этого никуда. Ну да. Куда же не без них? Павел, что Михроч переоценивает в своих возможностях? Слушай, интересный вопрос, да. Если что, чат GPT помог. Сейчас тоже достану посмотреть. Вот свою молодость, азартность такую и самоуверенность в чем-то. Я не говорю, что он максимально самоуверенный, зазнавшийся человек, да, но я же говорю, есть там слова, допустим, уверенность, а есть немножко самоуверенность. И списывать меня просто, если не ошибаюсь, там в посте, да, каком-то Вайсе ответил, что вот у меня 3 поражения, и все в таком ключе. Да, сколько бы поражений не было, все равно у меня есть все навыки, все инструменты для победы над любым человеком. И если есть такая, ты думаешь, возможность залететь в топы благодаря тому, что, как многие считают и специалисты, возможно и ты, что я на спаде, то это бывает ошибка, и все не так, как кажется с первого раза. Михроч, что Павел о себе думает слишком хорошо, как думаешь? Что думает о себе хорошо? Наверное, он думает, что он может меня удивить в борьбе и надеется на свой опыт. Думаю, это он в себе так в голове держит. Больше ничего. Да, на что надеяться? Приходится это надеяться. Че, больше ничего не получается как-то. Чисто в этом. На самом деле у бойцов ACA в целом есть такое, знаешь, уважение друг к другу, и это очень классно. Это очень круто, что на таком высочайшем уровне бойцы ACA могут друг друга уважать и в то же время выйти в октагон и показать один из самых лучших боев в мире. Я не сомневаюсь в этих своих словах. Вот если убрать просто уважение, что вы думаете друг о друге? Ну, знаешь, просто я его понимаю, честно сказать. Я понимаю Михроча, я понимаю, когда ему сделали это предложение, я понимаю, что он сейчас чувствует, потому что я это сам проходил. Я знаю и представляю, что через что ты сейчас проходишь, что ты ощущаешь, какие возможности у тебя могут открыться. И, наверное, я тебе хочу сказать спасибо, что ты согласился на бой, вот и все. Потому что я хотел подраться, и так как никого не было, ты взял и решился без всяких размышлений, наверное. Ну, за это тебе респект. Кстати, да, расскажешь про то, когда предложили тебе бой с Павлом, ты даже не посоветовался с углом? Нет. Расскажешь про это? Да. Почему? Ну, я сам захотел подраться, потому что я очень давно хотел с ним подраться. Я даже к ним ходил пару раз на спарринги. Хотел именно чисто с ним поработать, посмотреть. Серьезно? Что-то Да. не помню. Да, но его не было. И поэтому, короче, когда мне предложили его, я сразу дал согласие. И я готов к этому. И он говорит, что я там что-то себе думаю, что после этого боя что-то может меняться, но я не думаю об этом.
потому что у меня есть цель, и у меня есть мысли, которые я должен держать всегда в себе. А если бы не было уважения, наверное, я бы ничего ему не сказал, потому что он старше меня. У нас на родине нет такого, что мы старшему что-то можем сказать. Поэтому даже если бы между нами не было никакого уважения, я бы ничего лишнего не позволил себе. Кто из вас больше боится проиграть? У меня уже было в карьере много поражений. Я знаю, что это такое. Я проходил и через горнило этих поражений, поэтому, ну, что для меня? Как я и сказал, да, для меня это ничего. Ну, я себя и вообще не настраиваю на проигрыш, потому что я не знаю, что завтра будет, что послезавтра будет. Вот, поэтому я, как говорится, предполагаю, а свыше располагаю, вот и все. Так что все, что от меня зависит, я сделаю. Ну и все. И я уверен в победе, я уверен в том, что я заберу этот бой. А как там дальше будет жизнь происходить, да уже не важно. То мы поживем, увидим. Я, если честно, вообще не думаю о поражении. Потому что после своей первой поражения я уже привык к этому. Я уже знал, что это такое. Это мне еще дал такой скачок еще больше. Поэтому я не думаю о поражении, потому что я всегда выйду с одной телом. Либо быть убитым, либо убить кого-то. Жестко. Серьезно, да. Если соперник завтра скажет, что я его разберу без проблем, что ответите? Удачи. Я что ответил бы? Не, никто не сможет так сделать, потому что это бой. Отлично. И финальные вопросы. Что для вас важнее, победа или яркий бой? У меня все вместе там складывается. Честно сказать, у меня бои всегда почему-то яркие происходят. Я не знаю. Это ж... Надо что же понимать, что ни один соперник делает яркий бой. Когда твой оппонент точно так же участвует в этом, всегда это получается. Вот у меня всегда соперники выходят, наверное, с таким же настроем убить или быть убитым. И поэтому у нас яркие бои получаются. Вся моя работа, вся подготовка идет к тому, чтобы, безусловно, держать победу. Вот и все. Все просто, лаконично. Мирож, для тебя что важнее, красивый бой или победа? Для меня победа важнее, как говорится. Не важно, каким способом победить. Главное, есть победа. И я иду за ним. Отлично. Если вы... Давайте представим так, Павел, и ты победил, да, или Мирож победил. Вот. Кого видите следующими соперниками для себя? Я опять. Как хочешь, Мирож, ты ответь. Кого ты видишь после, в случае победы над Витурком, следующим соперником для себя? Для себя хотелось бы с кем-то из топ-5 подраться. А как же Гога? С Гогой я не хочу уже подраться, он уже мне не интересен. Я увижу его где-нибудь, мы выйдем, мы пообщаемся, потому что он много себе позволил. А после этого боя я хочу биться с каким-то топом 5. Без разницы, кто там будет. Блин, мне стало настолько интересно. Вот, какой у тебя будет разговор с Гогой Шаматова? Вот это вот очень интересно. Ты говоришь, он уже как боец, он тебе не интересен, но получается, его на улице поймаешь и с него спросишь, правильно? Да. Это интересно. А как? Что ты скажешь ему? Вот, представь себе, что вот Гога сидит напротив тебя, что ты ему скажешь? Ну, я бы ему ничего не говорил, я бы спросил его за его слова, и интересно было бы посмотреть, как бы он ответил на эти мои вопросы. А какие вопросы там будут? Это уже... Даже улица решает, да? Да, там уже пускай другое. Обязательно включите камеру. Это будет нереальный контент. От первого лица. Что изменится в вашей карьере после этой победы? У меня она продолжится так же. Я буду идти... Снова возвращаться наверх. Есть у меня, как ты говоришь, должок перед бразильцем. Вот. Ну, если он еще останется. Поэтому хочется опять подраться за пояс.
Это крутое ощущение, крутые эмоции, обладать титулом и идти к нему. Да, это тяжело, да, приходится проходить через многие испытания. Как говорится, это стоит того. И хочется еще раз испытать это. Так скажем, больше мотивации, да, в титульных боях? Да не то, что мотивация, ты знаешь, просто ты понимаешь, что вся проделанная тобой работа за огромное количество лет, за то количество боев, что ты прошел, тех всех соперников, травмы и все вот в этом ключе, это же, знаешь, такая как кульминация всего, вот, завершение фильма, наверное, и вот, вишенка на торте, поэтому я думаю, что вот это хочет и каждый боец ощутить, и я это чувствовал, и поэтому я понимаю многих ребят, которые хотят туда попасть, но скажу так, что всем стоит снять розовые очки, не так там все прекрасно и, не знаю, фантастически, как кажется. Очень много что приходится преодолевать, очень много с чем приходится бороться и с собой, и с окружающим давлением, да и вообще со всем, что на тебя нависает, поэтому быть чемпионом, это, ну, на самом деле, это, знаешь, это... Ответственность. Это ответственность большая, на самом деле, да. И даже не то, что ты несешь люди, а вообще даже ответственность перед собой. Вот это вот такая история. Интересно. Михроч, какие для тебя перспективы откроются в случае победы над Павлом Ветруком? Ну, естественно, если в этот вечер победа будет на моей стороне, это мне дает возможность побиться с лучшими и ворваться в титульную гонку. Для меня это сейчас на первом месте, я иду к этому. Когда мы с тобой записывали подкаст, ты рассказал про очень много минусов в титульном бою Павла Ветрука. Вот. Не расскажешь, где он ошибся в том титульном бою? С кем? С этим? С бразильцем? Да, бразильцем. И если бы ты подрался бы вместо Павла, как бы ты подрался бы с ним? С ним бы я не дал бы ему, наверное, как с самой первой минуты идти вперед, потому что очень много пространства ему дал. Поэтому чуть тяжело было, потому что он очень хорошо чувствовал дистанцию. Я бы не дал ему вообще эту возможность. Я бы сам пошел вперед и сам бы его нокаутировал. Согласен, Паша, с этим? Ну, отчасти, наверное, да. Отчасти. К нему нужно готовиться просто, вот и все. Я к нему не готовился. У меня был другой оппонент. Видишь ли Мехрожа в будущем чемпионом ACA? Слушай, я еще раз повторюсь, чтобы там, знаешь, не выдумывать, как я и говорил, вот в ACA эпизод, ты знаешь, каждый, кто попадает в ACA, неважно там, на каких он местах находится, каждый может стать чемпионом, потому что ACA такая лига, где собирают лучших. И что бы там ни говорили, если открыть, да, и посмотреть всех поединки, то, ну, у всех есть шанс. Тем более смешанное единоборство — это такой вид спорта, здесь просто в один момент может измениться все и сразу. Так что почему нет? Все зависит от него. Отлично. Есть что сказать друг другу? Финальные вопросы. Может, есть что-то сказать друг другу, смотря в глаза? Да что, увидимся 15-го, что сказать. Увидимся 15-го, отобьемся и что. Пойдем дальше своими путями. Да, конечно. Я готов к этому. Отлично. Друзья, у вас есть уникальная возможность уже в эти выходные стать свидетелем супертурнира Лиги ACA 206 в городе Москва на ЦСКА-арене. Бойцы мирового уровня Мехроч Маматшоев и Павел Ветрук разделят между собой октагон в супербою. Мы вас всех ждем. Не пропустите такое.